города Сиба и Хайдинского района. Выбор исследования составили призывники от 18 до 21 года. Количество 9 человек. Для практического исследования особенностей призывника мы использовали тест опросных КТЛ для оценки индивидуальной психологической особенности, анкета прогноз для выявления нервно-психических устойчивости, анкета предпочтения рода 8. При обработке данных был использован фактор-математический анализ базы данных индивидуальной КТЛ. В результате исследования мы выявили по прогноз, что нервно-психическая устойчивость призывников находится на среднем и низком уровне. Это говорит о том, что срывы вероятны лишь при значительных психических нагрузках в экстремальных ситуациях. Возможно, это также обусловлено увеличением количества тревожных детей, выпускающих со школ, а это число возрастает до 69%. Ведь именно высокий уровень школьной тревожности свидетельствует о эмоциональном благополучии учащихся. Опасность высокой тревожности заключается в том, что она оказывает негативное влияние на успешность выполнения деятельности, также на психическое и соматическое здоровье. Это также может быть обусловлено экономическим положением, моральными качествами, развалом института семьи. В результате такие дети идут служить в армию. На втором этапе исследования с помощью 16-кластерного личного опросника ТЭЛ мы выявили группу испытуемых. Высокий уровень общительности, доминантности, подозрительности, высокий уровень тревожности и эмоциональной напряженности, низкий уровень интеллекта, эмоциональная нестабильность и низкий уровень самоконтроля, средний уровень сдержанности, смелости, чувствительности, мечтательности, проницательности, консерватизма, самостоятельности и искренности. Таким образом, современный призывник характеризуется общительностью, дисциплинированностью, но при этом они очень напряжены, эмоционально нестабильны и очень тревожны. На третьем этапе экспериментальной работы мы выявили предпочтение рода 8 современных призывников. Большей части хотят служить в войсках водительского и специального назначения. Затем выбирают командные войска, связи и наблюдения. Операторским и технологическим войсками не заинтересовались. На наш взгляд, при низком интересе современных призывников, а технологические войска требуют высоких знаний, специализации, так как они требуют знаний по обслуживанию и ремонту техники. Поэтому они не выбирают эту должность. Что касается и операторской должности, она также связана с современным оружием и боевой техникой. Представляет собой совокупность разнообразия человека-машинных систем. Интересен еще тот факт, что при низком интеллекте, тревожности, нестабильности, неустойчивости у призывников высокая доминантность. Это говорит о том, что они хотят командовать, давать указания и, естественно, выбирать команду и войска. Все это подтверждается с показателями КТЛ. И с помощью математико-статистического анализа мы получили 6 типов психологического портрета юношей призывного возраста. По правилам оценки результатов факторного анализа весомым является форма 1, 2 и 3 фактора. Белый фактор 5 и 6 является незначительным финальным учителем. Первый тип характеризуется эмоциональной нестабильностью, тревожностью, эмоциональной напряженностью и искренностью. То есть они эмоционально неустойчивы, импульсивны, беспокойны, озабочены, неуверены в себе, расслаблены, вяло, апатичны, спокойны, бесмотивативны. У второго типа юношей преобладает конкретное мышление, чувствительность и проницательность. Это говорит, что у них конкретная некоторая эффективность мышления, затруднение в решении абстрактных задач, впечатлительное, богатое эмоциональное переживание и склонны к романтизму. Третий тип характеризуется низким нормативным поведением, то есть они склонны к непостоянству, неорганизованны, безответственны, импульсивны и отсутствие согласия с общепринятым моральным правилам и стандартам. И последний тип характеризуется подозрительностью, то есть они осторожны или преувеличенно насторожны по отношению к людям, склонны к ревности, стремятся изложить ответ для ошибки на окружающих. Полученные экспериментальные данные могут быть использованы в военной службе, военными психологами, в профессиональном отборе, в профессиональном консультировании, в военных предприятиях и на занятиях ОБЖ в школе. Нами разработаны методические рекомендации по психологической подготовке призывников, отражены в приложении. Таким образом, выдвинутая гипотеза исследования подтвердилась, поставленные цели и задачи для исследователя.